Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Последствия стихии, сильные проливные дожди стали причиной наводнения в Сухуме. Депутаты Сухумского и Гульрипшского районных собраний поддержали кандидатуры глав администрации этих районов, предложенных президентом страны. В преддверии чемпионата по футболу премьер-министр встретился с игроками сборной Абхазии. Непрекращающийся всю прошедшую ночь сильный ливень подтопил улицы в городе Сухум, как центральные, так и на окраинах. Причиной разгула стихии стали сильные дожди в горах, из-за чего реки вышли из берегов. В городе затопленными оказались ряд улиц, в связи с чем было затруднено передвижение транспорта. Ливневки не справлялись с пропуском такого большого количества сточных вод. Наиболее пострадали жители улиц, прилегающих к берегу реки Басла. Мутная вода в некоторых местах затопила первые этажи частных домовладений. Ущерб, нанесенный стихии, еще предстоит подсчитать. Вот машина первая. Давай смотри, сюда наверх, там надо. Вода пришла в дома людей уже под утро. Никто из жителей не ожидал, что и уровень поднимется так стремительно. Уже через час все первые этажи домов и прилегающие территории были затоплены. Заявление машинка, стиралка, мазигя, сузгила зиги, К наводнениям жители этой части города уже, можно сказать, привыкли, но такого потопа не было давно. Уровень реки был настолько высок, что от более серьезных последствий их спасла лишь эта бетонная стена, построенная еще в советское время. Утром начала подниматься речка в течение часа-полтора. Вот у нас такой ЧП. Надо срочно чистить речку. Обращались неоднократно, говорили о том, что у нас такая вот беда происходит. Ну, как-то всем все равно. Ну, а вообще такое когда-нибудь было? Да, конечно. Такое происходит практически каждый год. Но мы говорим, мы слышим. Только все. Проливные дожди принесли жителям улицы Ашхатцава новые проблемы. Со стихией боролись всеми силами, помогали и соседи с близлежащих улиц. До второго этажа 2 ступеньки осталось, вода зайти на второй этаж. Кошмар, ничего у меня не осталось дома. Ливень обрушился на город поздней ночью. Ливневки канализационной системы не справились с таким обилием воды. А тут еще и Сухумка. И люди боролись самостоятельно со стихией. Улица Дермановского, Ашхатцава и все переулки каждый раз нас топит. Каждый раз. То есть это такая стихия, это не первый случай. Когда было вот до этого было наводнение, значит, очень многие пострадали, выплатили людям компенсации, и на этом все как бы прекратилось. Люди не хотят компенсацию. Почистили бы нам речку, и это было лет на 15. От постоянных наводнений из-за розлива этой маленькой речушки без названия жители спасли себя сами. Несколько лет назад своими силами они расчистили русло. Нынешняя стихия усугубила ситуацию, и речка смыла заборы, разные укрепления и добралась до бетонных перекрытий и подпорок. Вот это сейчас не вытащить. Сейчас там хорошо, потому что ниже. А это она развернется вот так вот.
Это еще счастье, что она С раннего утра коммунальные службы города совместно с сотрудниками МЧС приступили к ликвидации последствий стихии. Была задействована вся имеющаяся спецтехника. Что касается очистки русла реки Сухумка, вопрос на контроле главы госпредприятия «Абхазберегозащита». С этой проблемой знакомы лично, весь этот участок прошли с инженерным составом по поручению президента. Буквально 3 недели назад была составлена проектно-сметная документация, но за это время тоже было много дождей, когда мы не имели возможности приступить к работам, во-первых. И во-вторых, там сумма тоже не маленькая, не несколько десятков тысяч, а пару миллионов буквально, и эти средства надо тоже изыскивать. Были в организации вице-президент с депутатами, с депутатского корпуса, договорились решать проблемы такие так со следующего года, правда, чтобы вот такие проблемы, которые горящие, которые уже 10-12 лет, можно сказать, людей топит, договорились, что когда будет формироваться бюджет республики, чтобы мы подали заявки по нескольким хотя бы позициям, и вот уже будет, эти проблемы будут внесены в бюджет, и за счет средств бюджета будем их устранять, а не как сегодня получается. Мы как плохо, так приходим и срочно должны что-то сделать. Это стоит гораздо дороже, во-первых, и гораздо труднее сделать на самом деле. По прогнозам метеорологов, неустойчивая погода в столице продлится до середины недели, а вот с четверга обещают солнечные дни. Нисфа Аршба, Рената Шакая, Саид Айба, Беслан Джинджоля, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. Депутаты Гулерибского районного собрания единогласно поддержали кандидатуру Аслана Барателя для назначения на должность главы администрации района. Кандидатуру Аслана Барателя представил собранию руководитель администрации президента Беслан Барцец в соответствии с законом об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия. Согласно новой редакции закона, принятой в процессе реформы органов местного самоуправления, депутаты районного собрания наделены такими полномочиями, как согласование кандидатуры главы администрации, представленной президентом Абхазии. Аслан Барателя на различных должностях много лет проработал в этом районе и хорошо знаком как с населением Гулрыбского района, так и с проблемами, с которыми сталкиваются его жители. Налажены контакты с депутатами местного собрания. Учитывая все это, руководство республики посчитало его кандидатуру самой подходящей на должность главы администрации. Выступившие на заседании отмечали, что в формальностях нет надобности и что Барателя знают здесь давно, и им хорошо известны его деловые качества. Депутаты собрания единогласно приняли решение о даче согласия на назначение Аслана Барателя главой администрации Гулрыбского района. Заместитель председателя Гулрыбского районного собрания Андроник Кандакчан отметил, что полностью поддерживает представленного президентом кандидата. Он выразил уверенность в том, что опыт и знания Барателя помогут развитию и становлению района. И мы очень рады. Я лично, что вот такой человек, который был с нами, возглавлял нас, вместе мы работали. Вот сегодня президент представил его кандидатуру на главу администрации Гулрыбского района. И, видимо, учитывался опыт, знания, которые есть у него, необходимые для этой должности. И собрание, и я в том числе, депутаты, я думаю, все меня поддержат. Мы надеемся, что и дальше для того, чтобы наш район, Гулрыбский район, развивался в социально-экономическом отношении, Аслан Юрьевич использует все те знания и опыт, которые у него есть. Аслан Барателя поблагодарил за поддержку и отметил, что и впредь будет продолжать работу по решению проблем в районе. Я уверен в том, что не все вопросы, которые возможно было решить, я смог решить. Поэтому у меня есть время для того, чтобы с помощью, безусловно, власти вышестоящей, президента, правительства, администрации президента, я думаю, и уверен, что мы обязательно пойдем вперед. Вы знаете, когда в семье раздрай, никогда реально и положительно вопрос не решишь. Но когда мы все вместе, мы думаем одинаково о будущем Абхазии, знаем, что впереди нас ждет наверняка лучшие времена. И если вот то время, которое мы с вами провели 8 лет в собрании и оставшееся время в администрации района, если так же слаженно мы сможем поработать, я думаю, результаты не заставят себя ждать.
Руководитель администрации президента Беслан Барцыц отметил, что единогласное решение депутатов говорит о том, что к представленной президентом страны кандидатуре есть доверие. Это оценка его деятельности за последние 1,5 года. Хотя вся его послевоенная жизнь связана с Гулиевским районом, с ее развитием и становлением. Гулиевск очень перспективный район. Это и сельское хозяйство, прежде всего, это и туристическая отрасль. По всем этим направлениям есть большие планы у вашего руководителя. В решении задач по развитию района поддержка руководства страны гарантирована, заверил Беслан Барцыц. Сима Аргунас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. Также депутаты Сухумского районного собрания выразили свою позицию по поводу назначения главой администрации этого района Беслана Авицба. Он исполняет обязанности главы администрации уже 1,5 года. Его кандидатуру депутатам районного собрания представил для утверждения руководитель администрации президента Беслан Барцыц. Он отметил положительные тенденции в деятельности администрации и призвал депутатов поддержать предложенную кандидатуру. Председатель собрания Заур Сангулия предложил открытое голосование. В результате все депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру. В свою очередь Беслан Авицба поблагодарил собравшихся за оказанное ему доверие и отметил, что только совместными усилиями они смогут организовать слаженную работу в администрации района. Единогласная поддержка, которую вы сегодня проявили, настраивает на очень хороший позитив. То есть аналогичная ситуация, должен вам сказать, была и в Гудаутском районе, аналогичная ситуация была и в Корчагском районе. И то, что сегодня депутаты Сухумского района единогласно поддержали представленную кандидатуру, говорит о том, что, во-первых, то, чем занимался Беслан Шамонич на протяжении последнего года, находит поддержку. Те планы, которые он хочет осуществить в этом районе, будет иметь поддержку. Уверен в том, что при вашем тесном взаимодействии, при поддержке руководства страны, очень многие актуальные вопросы вашего района будут решаться динамично и в интересах нашего населения. Уважаемые друзья, никто никому не обещал, что будет легко. Знаю, какие проблемы стоят перед нашим районом. Знаете, мне сначала казалось, что за какие-то полгода удастся разобраться в сути тех проблем, которые требуют безотлагательного решения. Но спустя годы и 7 месяцев я понимаю всю проблему, глубинные проблемы, которые стоят у нас в районе. Нельзя решить ни одну проблему, пока ты ее не изучишь изнутри. Хочу поблагодарить за то доверие, которое вы оказали сегодня мне. Накануне чемпионата мира по футболу по версии КАНИФА премьер-министр Артур Миквабия принял сборную команду Абхазии. Во встрече принимали участие президент Федерации футбола страны Руслан Аджинджал и главный тренер сборной Джума Кварацхелия. Подробности у наших корреспондентов. До чемпионата мира по футболу КАНИФА-2016 в Абхазии остались считанные дни. Встреча премьер-министра Артура Миквабия со сборной республики прошла в очень теплой обстановке. А началась она с того, что премьер пожал руку каждому участнику команды. Артур Миквабия поздравил присутствовавших с этим знаковым для Абхазии и, в частности, для самих футболистов событием. Он подчеркнул важность проведения чемпионата именно у нас в республике. Обратившись к истории, он упомянул и именитых абхазских футболистов, таких как Виталий Дороселия и Ахрат Свейба. Отметив всю ответственность, возлагаемую на ребят, и учитывая всю важность предстоящего чемпионата, в особенности для нашей республики, премьер-министр поинтересовался готовностью нашей сборной к чемпионату. Премьер также поинтересовался, есть ли какие-либо пожелания со стороны игроков, для решения которых может понадобиться помощь правительства. На самом деле, день открытия чемпионата, мы хотим, чтобы это был красивый, веселый праздник для всей нашей страны, для всей нашей молодежи. Вы знаете, что руководство страны придает большое значение развитию и становлению нашей молодежи. И футбол является неотъемлемой частью общей программы. Президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал доложил премьеру о том, что подготовка к чемпионату идет полным ходом, и условия, в которых занимаются футболисты, полностью соответствуют предстоящему событию. Ребята здесь сидят, могут сказать, что условия созданы достойные, комфортно себя чувствуют, ощущают, тренируются. То есть все как бы в рабочем режиме, никаких проблем на сегодняшний день нет.
В сборную команду Абхазии вошли игроки команд Сухума, Нового Афона, Гагры. Всего в сборной 22 игрока, 7 из которых были приглашены из Москвы и Краснодарского края специально для участия в чемпионате. Присутствовавшие отмечали высокий уровень подготовки наших игроков, и настроены они только на победу. Это очень большое событие. Мы уже принимали участие в Швеции первый раз, когда ездили. Хочу отметить, достаточно серьезный турнир. То есть, пускай небольшой, но опыт командный уже есть. Плюс сейчас ответственность, конечно, еще больше, так как в родных стенах. Постараемся хорошо, качественно подготовиться к каждому матчу. В завершении встречи премьер-министр Артур Мигваби пожелал команде успехов на чемпионате. Напомним, что 28 мая в столице республики состоится торжественное открытие чемпионата мира по футболу «Канифа-2016». В преддверии первенства по футболу под эгидой «Канифа» Международный фонд АПСН передал в дар нашей сборной 2 комплекта формы. В одной из них наши футболисты будут представлять страну на чемпионате. Она изготовлена в Турции по заказу. Над дизайном экипировки работали специалисты, художники и сами спортсмены. Представители команды поблагодарили руководство фонда и пообещали добиться хороших результатов на чемпионате. Мы, стороны Международного фонда АПСН, конечно, поддерживаем свои команды, желаем им успехов. И как и маленький подарок для этого чемпионата, для нашей национальной команды, мы заказали, привезли все формы с запасом. Здесь 2 разные формы, по запасам 22, всего 44 штук для нашей федерации, для нашей команды. Хотим сегодня официально это все подарить вам. Желаем успехов. Аман Шулра, Зия Ярбиаху, вас общается. МИД Абхазии прокомментировал высказывание заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина, сделанные им во время встречи с руководителями СМИ Абхазии. В документе отмечается, что в ходе встречи господин Волин позволил себе ряд некорректных высказываний. Так, отвечая на вопрос журналиста о том, почему некоторые российские СМИ в своих публикациях столицу Абхазии называют Сухуми, а не Сухум, господин Волин сослался на некие нормы русского языка, которые он считает важнее, чем, как он выразился, хотелка даже дружественного государства. Как добавил господин Волин, насиловать российские СМИ за то, что они пишут Сухуми вместо Сухум, мы точно не будем, у нас есть масса других важных вещей. Эти и подобные высказывания, далекие от высоких норм литературного русского языка, в устах заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не могут не вызывать крайнего недоумения, говорится в комментарии МИД Абхазии. Странное впечатление оставляют как довольно неформальные ответы чиновника на интересующие абхазскую аудиторию вопросы, так и общая неуважительная тональность его оценок и высказываний, считает Министерство иностранных дел. Российско-абхазские отношения выдержали испытания временем, и им невозможно нанести ущерб непродуманными или некорректными высказываниями и оценками отдельных чиновников, считают в МИД республики. Учитывая стратегический характер и глубину российско-абхазских отношений, таких досадных промахов впредь следует всячески избегать, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Абхазии. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Леонидом Запшпо с рабочим визитом посетила Республику Южная Осетия. На встрече президента республики с делегацией Абхазии Леонид Тебилов приветствовал сотрудничество между правоохранительными ведомствами двух стран. В свою очередь Леонид Запшпо сообщил, что работа в рамках межведомственного соглашения между Министерствами внутренних дел Абхазии и Южной Осетии продолжает развиваться. Затем в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Абхазии и Южной Осетии прошла встреча руководителей этих двух ведомств. Глава МВД Абхазии отметил, что развитие сотрудничества между ведомствами способствует повышению эффективности в сфере борьбы с преступностью и охраны правопорядка. Леонид Запшпо и министр внутренних дел Южной Осетии Ахсар Лавоев подписали протокол рабочей встречи. В целях укрепления и повышения эффективности межведомственного сотрудничества намечен ряд мероприятий по информационному обмену. Планируется также создание межведомственных комитетов для планирования дальнейшей работы и практического взаимодействия.
К другим новостям. Приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсаля директором Государственного русского театра драмы назначен Ираклий Хиндба. Назначением Ираклия Хиндба мы хотим придать мощный импульс развитию русского театра драмы и театральной жизни Абхазии в целом. Уверена, что положительные результаты его работы будут заметны уже в ближайшее время, подчеркнула Эльвира Арсаля, представляя нового директора труппе и работникам театра. В свою очередь Ираклий Хиндба отметил, что он давний и преданный поклонник театра. Мое назначение связано с необходимостью реформирования деятельности театра, повышения эффективности и качества его работы. Уже готова концепция преобразований. Русский театр должен стать заметным театральным центром, органично встроенным в культурное пространство Абхазии, сказал Ираклий Хиндба. При этом, как отмечает агентство Абснепресс, Ираклий Хиндба продолжит свою работу в администрации президента Абхазии. Комиссия по государственной премии имени Дмитрия Гулия в области литературы, искусства и архитектуры объявила конкурс на соискание государственной премии имени Дмитрия Гулия. На конкурс допускаются работы, увидевшие свет в 2014-2016 годах. Работы принимаются до 1 августа сего года, каждый четверг с 10 до 15 часов по адресу город Сухум, улица Званба, 9. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.